Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Обсудили вопросы, связанные с увековечением памяти Сергея Багапш. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с семьей второго президента Абхазии. Парламентская рабочая группа по выработке предложений о поправках в Конституции Абхазии представила свою концепцию конституционной реформы. В честь 60-летия поэтессы Саиды Делпа вечер памяти прошел в Сухуми 27 июля. Комплекс мер по оповещению населения в случае угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов президент Бадра Гунба поручил разработать МЧС Абхазии. Поручение главы государства обсудили сегодня на совещании по итогам Совбеза, в котором приняли участие секретарь Совбеза Рауль Лоло, вице-премьер Джансух Нанба, министр внутренних дел Роберт Киут, министр МЧС Лев Квицини, министр энергетики Батал Мушба. Оповещать жителей об угрозах и правилах поведения при атаках планируется через СМИ, соцсети и мобильных операторов. Особое внимание на заседании уделили вопросам защиты объектов жизнеобеспечения и обмена опытом с российскими специалистами по противодействию беспилотникам. Внешнеполитическую доктрину Абхазии в контексте новых вызовов и формирования дуги нестабильности на Южном Кавказе обсудили на днях за круглым столом при участии Центра социально-экономических исследований, политические и общественные деятели, ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Полную версию круглого стола смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Считаем необходимым заявить о заблуждениях некоторых общественных деятелей, представителей политических партий и иных организаций относительно деятельности Министерства обороны и предостеречь их от заявлений, не соответствующих действительности. Конец цитаты. Министерство обороны обращается к организаторам и участникам круглого стола на тему внешнеполитической доктрины Абхазии в контексте новых вызовов, формирования новой дуги нестабильности Южного Кавказа на фоне СВО на Украине, проходившего 25 июля относительно высказываний некоторых участников круглого стола. В заявлении Минобороны также отмечается, с учетом стоящих перед вооруженными силами задач, определены основные мероприятия в работе органов военного управления по подготовке войск, по поддержанию их готовности к выполнению задач по предназначению с учетом опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах. Вопросы, связанные с увековечением памяти Сергея Васильевича Багапш, в частности, благоустройство площади его имени в Сухуми, обсудили президент Абхазии Бадра Гунба с семьей второго президента Абхазии, супруга Сергея Багапш Мариной Шоня Багапш и дочерью Лии Багапш. Во встрече приняли участие вице-премьер Джансух Нанба и министр культуры Дауркова. Президент отметил, что руководство страны уделяет особое внимание сохранению памяти первого и второго президентов страны, посвятивших своей жизни созданию и развитию абхазского государства. Министр культуры Дауркова проинформировал, что в ближайшее время монументальной комиссией будет принято окончательное решение по данному вопросу. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Абхазией о взаимном признании ученых степеней. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов, сообщает РИА Новости. Минобрнауки России поручено провести переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера. Парламентская рабочая группа по выработке предложений о поправках к Конституции Абхазии представила свою концепцию конституционной реформы в Народном собрании республики. Подробности в репортаже Рады Чачава. О конституционной реформе говорят давно, не счесть лет. Необходимость изменения системы государственного управления обсуждалась представителями самых разных сфер республики, от действующих чиновников до юридического сообщества и общественности. Сегодня, открывая заседание, спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба отметил, что в состав рабочей группы вошли депутаты парламента, известные представители юридического сообщества, судьи, общественные и политические деятели. Комиссия вела работу на протяжении нескольких месяцев. И вот сегодня такая
первая презентация работы, проделанной рабочей группой. Я хочу поблагодарить всех членов рабочей группы за проделанную работу. Действительно, была проделана немаленькая работа. Собственно, рабочая группа создана для того, чтобы положить на суд и депутатов, и общественности республики те варианты, которые возможны, и тот вариант, который разработала рабочая группа. Представляя концепцию новой конституционной реформы, член рабочей группы парламента и юрист Олег Папаскири рассказал, что проект фундаментально и качественно изменяет структуру политической власти в республике. В первую очередь изменения связаны с перераспределением полномочий между ветвями власти. В рамках модели и этого проекта президент является главой государства, гарантом строя, но при этом он перестает быть главой исполнительной власти. Главой исполнительной власти становится премьер-министр, который возглавляет правительство. То есть в этом вопросе происходит сильное смещение акцентов на принимаемые решения, на координацию действий и на инструменты влияния и воздействия. Парламент – это 45 человек, 45 депутатов. Но в этой концепции, в этой модели парламент качественно меняется. Качественно и количественно, как вы поняли. В рамках системы формирования правительства он получает в этой модели реальные, не декоративные, а именно реальные и такие рабочие механизмы по формированию правительства. Концепция, разработанная рабочей группой, значительно меняет и полномочия президента Абхазии. Президент, он формирует Совет Безопасности и его возглавляет. Он предлагает, президент, военную доктрину на утверждение парламенту. Другие функции, я опять же говорю, там, где не повторяются, я буду стараться просто их опускать, чтобы они не отнимали лишнее время. Предлагает концепцию внешней политики на утверждение парламенту. Согласно предложенной рабочей группой концепции, парламент Абхазии будет состоять из 45 депутатов. Расширяются и полномочия главного законодательного органа страны. Парламент. Во-первых, важный нюанс в том, что теперь в Конституции закреплен статус спикера. Отдельная есть статья, которая определяет роль и полномочия спикера. Мы вводим парламенту полномочия давать официальное толкование законов. То, что сегодня является пробелом, и то, что вызывает актуальную потребность в тех или иных ситуациях, когда норма права неопределенная и возникают сложности с ее применением. Парламент утверждает государственный бюджет, контролирует его исполнение и принимает отчет об его исполнении. Утверждает концепцию внешней политики по предложению президента, как бы стыкующиеся нормы. Выражает вотум недоверия правительству или отдельным его членам. Осуществляет парламентский контроль. Заслуживает ежегодные отчеты премьер-министра. Принимает решение об отрешении президента от должности в порядке, предусмотренном Конституцией. Премьер-министр же, в свою очередь, согласно проекту конституционного закона, обладает полномочиями по организации работы правительства, может осуществлять контроль за деятельностью центральных и местных органов управления и также обеспечивает подотчетность правительства парламенту Абхазии. Вопросы, касающиеся формирования правительства. То, что вызывает, как правило, наибольший интерес, и то, что часто становится камнем преткновения в тех или иных вопросах. Порядок выглядит следующим образом. После первого заседания нового парламента или отставки предыдущего правительства в течение 14 дней президент предлагает парламенту кандидатуру премьера, состав и структуру правительства, программу деятельности. Парламент либо выражает одобрение такой инициативе простым большинством, и в таком случае правительство сформировано. В случае, если инициатива, кандидаты, то, что было предложено президентом, не находит поддержки в парламенте, то в таком случае эта инициатива переходит к самому парламенту. 1/5 депутатов, точнее не менее 1/5 депутатов,
выдвигают по своей инициативе премьер-министра состав, структуру правительства и программу деятельности. Как отметил Олег Папаскири, проект конституционной реформы объемный и требует детального изучения парламентом. Присутствующие депутаты подчеркнули, что правки в конституционные законы проходят 4 этапа чтения. К тому же, каждое из предложений реформы будет прорабатываться на комитетских заседаниях. Рада Чачава, Торник Амичба, Инала Гухава, Абаза ТВ. Полную версию заседания смотрите в эфире нашего телеканала во вторник, 29 июля, после выпуска новостей. Центральная избирательная комиссия 27 июля зарегистрировала избранного 26 июля 2025 года по избирательному округу номер 26 Дранский депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Джопу Астамура Дауровича. 91 года рождения. За Джопу проголосовали 99,9% избирателей, принявших участие в голосовании. В голосовании участвовали 1405 человек, за проголосовали 1404 избирателя. Один бюллетень оказался недействительным. В селе Псху модернизируют энергосистему. В рамках исполнения поручения президента Бадры Гунба министр энергетики Абхазии Батал Мужба, глава УКС Демир Гамисония, генеральный директор РУП Черноморэнерго Тимур Джинджоли и специалисты провели обследование объектов электроэнергетики в высокогорном селе Псху. Гражданина Грузии, находящегося в федеральном розыске, задержали в Сухуме. 47-летний Владимир Шулаев в 2002 году совершил убийство россиянина, сообщает пресс-служба СГБ. – 29 июля 2025 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия при силовом сопровождении сотрудников Центра специального назначения Службы госбезопасности Республики Абхазия был задержан и доставлен в здание Службы госбезопасности гражданин Грузии Шулаев Владимир Ливанович, 1978 года рождения, который находится в федеральном розыске за совершение убийства гражданина России на территории Российской Федерации в 2002 году. Безопасности, фамилия, имя, отчество. Все, забираем. Шулаев находился на территории Абхазии незаконно, без каких-либо разрешительных документов. А также, по имеющимся оперативным данным, Шулаев входил в состав преступной группировки, действующей на территории Грузии и России. Гражданин Шулаев, скажите мне, подданным какого государства вы являетесь? Государственную границу где переходили? Не. Что предъявляли? Я предъявлял паспорт и предъявлял еще корочку Ингургис. Вы являетесь сотрудником Ингургис? По официальным данным, да, так и не работает. А каким образом вы получили данный документ? Ну, это по знакомству не сделали. Данный документ вы использовали для того, чтобы пересекать государственную границу? Согласно соглашению между правоохранительными органами Абхазии и России, гражданин Грузии Шулаев передан Российской Федерации по месту совершения преступления для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий. Сегодня в Черниговке погиб подросток из Мурманска. 15-летний Тихон Катюшов сорвался в обрыв, сообщили в МЧС Абхазии. В ведомстве напомнили, что 26 июля в поселке Акармара погиб еще один россиянин, 46-летний Николай Пронин. МЧС Абхазии настоятельно просит всех туристов, совершающих путешествия в горные районы страны, быть максимально внимательными, соблюдать правила безопасности во избежание ситуаций, способных привести к трагедии, говорится в публикации. В связи с увеличившимся потоком туристов, в том числе семей с детьми, уполномоченный по правам ребенка в Республике Абхазия призывает проявлять особую бдительность и соблюдать меры безопасности при передвижении по горным районам республики. В обращении, в частности, отмечается: настоятельно рекомендую семьям с детьми планировать маршруты с учетом реальной сложности местности, избегать рискованных участков, не оставлять детей без присмотра и строго соблюдать предупреждающие указания. Одновременно обращаясь к
главам местных администраций республики с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на установку необходимых предупредительных и запрещающих знаков в потенциально опасных зонах. Такие меры позволят своевременно информировать граждан о потенциальных опасностях, что позволит предотвратить несчастные случаи и сохранить жизни, особенно детей. Школа безопасности 2025. Масштабное военно-патриотическое мероприятие для подростков состоялось в живописном лагере Апсар на Уатхаре. Под руководством специалистов МВД, МЧС и молодой команды Ассоциации силовых ведомств Республики Абхазия АСВ ребята осваивали навыки выживания в горах, спасения и командной работы. Это горно-спасательная подготовка, спуск по веревкам, работа с альпинистским снаряжением, эвакуация пострадавшего, первая помощь, квест с картами и ориентирование в лесу от СОБР, курс безопасности в горах, сборка макетов АК и управление беспилотниками. Финалом стал квест «Горный спасатель». Такие мероприятия не просто учат безопасности, они воспитывают характер и готовят новое поколение спасателей и защитников Абхазии, уверены организаторы Ассоциации силовых ведомств Абхазии. Вы находитесь в лагере Апсар. Сегодня у нас демонстрация, мастер-классы. К нам приехали сотрудники МЧС, МВД, СОБР. Вы сейчас можете наглядно наблюдать за тем, что идет лекция по, как я поняла, по военной тематике, да, служение СОБРа. Детям очень интересно. Здесь прошел небольшой инструктаж с сотрудниками МЧС. Дети, в принципе, осведомлены. Так, на территории лагеря у нас имеется сотрудник МЧС, медработник Вика. То есть детям было очень интересно, были заданы вопросы. Сами можете наблюдать за тем, что дети вникли в мастер-класс. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие, поднялись сюда, выделили отдельное время. Это познавательно, это интересно. Я думаю, что это большая мотивация для подрастающего поколения, то есть мальчиков, мужчин, которые в будущем могут избрать вашу профессию. Поэтому огромная благодарность руководству и ТВУ. Да. Вот с ним надо ходить, долго ходить. Не смотришь? Давай, кто хочет попробовать, идите. Я в лагере Апсар. Сегодня к нам приехали МЧСники, МВД, СОБР. Нам показывали, как обращаться с оружием, как находят отпечатки и все такого типа. Очень интересно, честно говоря, мне понравилось. Снаряжение поносил, щиты поднял. Я понимаю, что это очень сложная работа. Я прям понял. Но они все очень внимательно, все тщательно объяснили нам. Мне понравилось. 25 июля Ассоциация силовых ведомств при поддержке Министерства внутренних дел, Министерство по делам чрезвычайным ситуациям провела мероприятие занятия с детьми. У нас на данный момент мероприятие необычное. Ее необычность заключается в том, что мы находимся в селе Ауатхара, где в летнем спортивном лагере горном Апсар проводятся ежегодные мероприятия с детьми, порядка 100 человек здесь сегодня находится, с которыми мы провели занятия по медицине катастроф, криминалисты наши, сотрудники горно-спасательного отряда провели занятия. Дети очень большим интересом к этим занятиям отнеслись, приняли в них участие. Хочу поблагодарить Роберта Витальевича Кьют, который проявил инициативу и поддержал нас в этом мероприятии. И вот мы благодаря этих усилий сегодня здесь находимся, проводим эти занятия. Надеюсь, что мы сможем продолжить эти занятия летнего периода, которые тут будут 4 группы, со всеми с ними провести занятия. Они очень полезны, очень нужны, они будут нужны детям в будущем, в их жизни. Так что мы готовы.
Главное культурное событие лета – музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» стартует в Сухуми 31 июля. Концерты станут отправной точкой в большом гастрольном турне лауреатов и финалистов второго международного конкурса, вокалистов и концертмейстеров. Всего запланировано более 20 концертов в городах России и зарубежных стран – Абхазии, Австрии, Монголии, Турции, Чехии. 31 июля будет дан концерт под открытым небом у стен Абхазского драматического театра. На сцену выйдут основательница фестиваля, оперная певица Хибла Герзмава, всемирно известный пианист Денис Мацуев, солист Большого театра, баритон Игорь Головатенко, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Антона Гришанина. Художественным словом вечер украсит актер Евгений Князев. Музыкальную программу посвятят 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Арденба. Маршрут 23-го фестиваля, получившего символическое название «Стороны света», охватит юг, север, запад и восток страны. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Третий Пицунский фестиваль классической музыки открылся сегодня в концертном зале Пицунского собора. В нем принимают участие артисты из Абхазии, России, Армении, Азербайджана, рассказал в эфире радио «Спутник» худрук фестиваля дирижер Барас Куджба. Открытие фестиваля будет посвящено юбилею Надара Викторовича Чанба, моего учителя, известного абхазского композитора и дирижера, уточнил он. В этом году Пицунский фестиваль продлится 5 дней, планируются разные программы. Куджба отметил, что с каждым годом мероприятие расширяется и переходит на новый уровень. В нем принимают участие именитые музыканты, в том числе народные артисты России. Вечер памяти в честь 60-летия поэтессы Саида Делба прошел в Сухуми 27 июля. Абхазская поэтесса, журналист, публицист, участница Отечественной войны народа Абхазии Саида Делба погибла 1 декабря 1992 года в ходе освободительной операции в районе села Меркула. Награждена орденом Леона посмертно. Стихотворения поэтессы отличались глубоким переживанием за абхазский народ. Яркие образы, предчувствие собственной смерти и абсолютная уверенность в победе до сих пор оказывают пронзительное воздействие даже на тех, кто не знает, что такое война. Организатор вечера памяти – Союз писателей Абхазии. Репортаж с вечера памяти Саида Делба смотрите в вечернем эфире канала. Возможность участия абхазской команды в турнире медийной футбольной лиги обсудили президент Абхазии Бадра Гунба с операционным директором медийной футбольной лиги России Дмитрием Картава. Президент подчеркнул, что участие в подобных проектах способствует популяризации спорта среди молодежи и открывает перспективы для абхазских спортсменов. Значит, тема, по которой мы сегодня встретились, считаю, что она очень актуальная, важная. Это связано с развитием спорта, это связано с возможностью наших спортсменов участвовать в турнирах, которые сегодня являются очень интересными и для молодежи, в том числе, в частности, если говорить о медиалиге. Да, вот сегодня. Мы знаем, какая заинтересованность молодых людей, какой отклик находит у молодежи этот турнир. И было бы интересно, безусловно, если бы наша абхазская команда принимала участие. Есть определенные ограничения, связанные с участием в профессиональных турнирах. Но я думаю, что нам надо делать небольшие шажки для достижения этой главной цели. Думаю, что в рамках тех предложений, которые мы сегодня услышим, сделаем правильные шаги для того, чтобы реализовать этот проект. Единая футбольная лига в последнее время, даже так с первого дня своего существования, стала очень популярным и интересным продуктом для молодежи. Мы вообще считаем, что это, в принципе, спорт 21 века, спорт нынешней молодежи. И самое важное, знаете, тут не всегда про спортивную составляющую, что немаловажно, но мы видим здесь большую перспективу с точки зрения узнаваемости у молодого поколения как раз-таки Республики Абхазия, потому что большое количество людей смотрит, большое количество людей приходит на игры. Вы правильно отметили, что
медиалига, она вообще вне структур футбола. Вот, поэтому там участвуют команды из Казахстана, сейчас будет команда из Узбекистана, команда из разных других регионов России. Вот, планируется и большое международное событие. Надеюсь, мы его сможем реализовать. Также Николай Осипов, это президент Медийной футбольной лиги, передавал вам большой привет. И также он передает, что очень также заинтересован в том, чтобы команда из Абхазии приняла участие в Кубке лиги, это Кубок Медийной футбольной лиги. Ну и, в принципе, команды Медийной футбольной лиги уже были в Абхазии и не раз. Поэтому, я думаю, получится сделать хороший, классный праздник на протяжении всего промежутка того, когда будет проходить турнир. 1 августа в Республику Абхазия прибывает первая группа участников летнего молодежного лагеря Ахиштрах. Госкомитет по репатриации приглашает граждан Абхазии воспользоваться возможностью для установления новых знакомств, поиска однофамильцев и укрепления дружественных связей с соотечественниками. Адрес проживания: улица Славянская, 22. Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону 226 28 58. Список фамилий участников: Агры, Батван, Баанж, Баавец, Башуба, Ахба, Аргун, Шамба, Абакба, Капсерген, Хварцкия, Амич, Балаз, Байбжноу, Трапш, Хутаба, Сама. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале рассказал об отдыхе детей из приграничья в Абхазии. За 2 недели, проведенные на солнечном побережье в Гагарском районе, нашим мамам с ребятами не пришлось скучать. Для них организовали комфортные условия проживания и отдыха, экскурсии в Новый Афон, на озеро Рица, в Сухум. Кроме того, они посетили аквапарк и дельфинарий, отмечается в сообщении. Гладков выразил благодарность президенту Абхазии Бадри Гунба за возможность отдыха жителей Белгородской области в республике. На отдыхе в Абхазии находятся многодетные мамы с детьми из Красноярушского, Волоконовского, Белгородского районов, Щебекинского и Грайворонского округов. Дети из Абхазии примут участие в 4-м международном культурном форуме в Москве по приглашению Минкульта России. Сопровождать 12 ребят будут сотрудники Министерства культуры Республики, сообщили в ведомстве. Форум пройдет с 21 по 23 августа в Московском дворце пионеров. Он объединит юные таланты из разных стран, которые смогут обменяться опытом, поучаствовать в мастер-классах и встретиться с деятелями культуры. В Сухуме открылся многофункциональный центр, площадка для развития образования и поддержки гражданского общества, который создан для предоставления полного спектра профессиональных юридических услуг и обучающих программ, направленных на развитие бизнеса и упрощение административных процессов для граждан и организаций. Также будут предоставляться юридические консультации, помощь в получении гражданами Абхазии российского гражданства и гражданами Российской Федерации абхазского гражданства, помощь в сборе справок и документов, а также содействие в вопросах недвижимости. Также предусмотрена поддержка в открытии ИП, ООО, создании фондов. Кроме того, Центр предлагает фотозону и видеостудию. Центр активно взаимодействует с российскими партнерами. Особое внимание будет уделено обучению владельцев отелей и гостиниц, управлению бизнесом. Многофункциональный центр комплексного сопровождения и обучения находится в городе Сухум по улице Станционная, 5А. Администрация города Сухум провела капитальный ремонт дороги на улице Чукбар. Перед ремонтом специалисты исследовали состояние водопроводных труб, которые в срочном порядке заменили. Старые коммуникации подвергались коррозии, из-за чего на улице часто случались протечки и аварийные ситуации с водоснабжением. Трубы заменили по всей протяженности участка, затем был уложен асфальт. Общая протяженность основного полотна 850 метров, площадь работ составила 5150 квадратных метров. Работы были начаты 15 июля. Сметная стоимость 19,5 миллионов рублей. Ремонт осуществили специалисты ООО «Спецдорстрой». В завершении выпуска прогноз погоды.
Во вторник, 29 июля, в Абхазии ожидается утром небольшая облачность, днем преимущественно ясная, жаркая погода, сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения. Атмосферное давление низкое, 750 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый, умеренный, температура воздуха ночью 22-27, днем 32-37. Температура морской воды плюс 28, волнение морской воды слабое, умеренное, относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.